Спякотнае надвор'е, якое усталявалася з першых дзён чэрвеня, прываблівае да вады ўсё больш людзей. На пляжах у абласным цэнтры шмат жадаючых прымаць сонечныя працэдуры і купацца. Але адпачынак ля вады не толькі прыемнае баўленне вольнага часу, а яшчэ і абавязак выконваць існуючыя нормы і правілы. За гэтым сочаць супрацоўнікі міліцыі, якія рэгулярна праводзяць рэйды па месцах масавага адпачынку людзей. За распитие алкогольных напитков с нарушением законодательства за весь 2018 год выявлено 3500. Это всего. Ну вот, к примеру, если рассмотрим за летний период, то это количество составляет 960. Вот. За весь период 2018 года за мелкое хищение выявлено около 400 фактов. За летний период 90. Патруляванне воднай акваторыі, рэйды і размовы з адпачываючымі толькі частка профилактичных мер по прадухіленню розных парушэнняў. То есть вы сегодня открыли сезон, да? Ясно. Как по вашему мнению, родители должны постоянно наблюдать за детьми или дети могут самостоятельно находиться возле воды? Мы вообще не употребляем с мужем вообще алкогольные напитки. А во-вторых, родителям, конечно, надо присматривать, потому что сейчас очень много случаев разных. За распіццё спиртных напіткаў у месцах масавага адпачынку прадугледжаны штраф на першы раз до 8 базовых велічынь, паўторна до 15, ці нават адміністрацыйны арышт. За дробныя крадзяжы от 2 до 30 базовых велічынь. Особое внимание уделяется это нахождение на пляже несовершеннолетних. Сегодня во время нашего рейдового мероприятия мы, к счастью, не нашли детей, которые без сопровождения взрослых находятся вблизи воды. Мы прекрасно понимаем с вами, что в летний период времени учащаются случаи, когда наши дети гибнут именно в процессе купания. То есть, естественно, дети должны быть под присмотром всегда. Плюс ко всему, особенно актуально проведение межведомственной программы «Забота», которая в первую очередь направлена на создание безопасных условий для нахождения детей в период летних каникул. Законапаслухмянасць, у сваю чаргу, дазволіць атрымаць толькі прыемныя моманты ад адпачынку. Юрий Печур, Людмила Салдзна, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».